Mendut? Yamaran benta? Sen менде байырта иривта? Говорить надо çok. Келтін. Соңғышана бит однеге. Чекер келжені, али хажырар келчені. Халяхым. Эндір мадыны ғұрудықчы кичәліні келжені бідін. Ғұрудықчы кичәл. Би тадынды ода келлев. Халмык келінді бичк түйтті нәрәтсін темі шүлгүд бәні. Меддівта? Ямаран? Закшатын сұрғылы қаны болу кесінтін тәртін үлгір. А би юна тускар келжена, би бичктүдін шүлгүдін тускар. Я говорю вам сейчас о детских четверостишьях. Для чего они вообще были нужны? Для того, чтобы научиться правильно произносить калмыцкие слова или же целые фразы, может быть, да? Научиться, чтобы правильно звуки произносили, правильно ударения расставляли в словах и так далее. Так, ну, например, я вам вначале несколько слов, несколько четверостишей произнесу. Может быть, вы самостоятельно где-нибудь найдете, может быть, будете на работу будете ехать и будете про себя произносить, а можно на всю маршрутку, можно там вслух произносить, да? Например, юмбиля, хурдын араты күйдік біле, холсын зағыр ордық біле, барыг ноха көдік біле, базға дават ундық біле. Эсігіже, или же, например, другой четверостишие. Хоғы шоңқсар еудік біле, хорвы зақсы бәрдік біле, хавал буған үйірдік біле, хосын харадирдік біле. Это тоже четверостишие. И вы знаете, у нас в калмыцком языке и вообще в традициях калмыцких есть такой диалог, есть такой особенный, называется кемяльгын. Может быть, вы слышали, да? Это рассказ по косточке, по позвонку, да? По 25-му, вот, который находится непосредственно перед копчиком. Вот этот позвоночник берут и по нему начинают задавать вопросы, и нужно будет правильно ответить на них. Это вот такой диалог, с помощью которого в том числе и происходит развитие речи. Да? И в конце этого диалога, вот я сейчас к чему веду, я хочу, чтобы вы научились произносить скороговорку одну. В конце этого диалога произносится такая длинная скороговорка. Ну хотя бы не быстро, но хотя бы научились говорить. Может быть, кто-нибудь из комиссии задаст и такой вопрос. В конце вот этого кемяльгын произносилась скороговорка. Носта ноцхыл бы, аль носын уган нүцкін ноцхыл бы? Носта ноцхылга, носын уган нүцкін ноцхыл хвилю? Это ответ, понимаете? Ну, вроде бы кажется, что тяжело. На самом деле вы, если постараетесь, поучите слова, вот эти четверостишие детские и так далее, вам покажется потом очень легко. Это всего лишь навсего вопрос и ответ. Ну ладно, теперь мы попробуем домашнее задание проверить. Тана, мини, чини. Кенля күйінтхым ба? Давайте так, я буду на русском говорить, а вы на калмыцком. Тогда уж. Что это? Это бумага? Энцасны? Цасны написано. Хотя можно. Энцасны? Это бумага, да? Это тетрадь? Это чья тетрадь? Не слышу, давайте это половина только. Это чья тетрадь? А вот отчетливо. Энекене девтирве. Энкене девтирве. Еще желательно интонацию, да? Отвечаем, это моя тетрадь. Эне мини-девтер, да? Эне мини-девтер. Ольжана. Это книга? Еще раз, теперь это половина задает вопрос. Это книга? Эндектрие? Отвечаем. Вы что, ё-моё? Это что, книга? Книга, что ли, это?
Давайте еще раз, теперь правильно. Продолжаем, там длинное предложение получается. Еще раз вопрос задаем. Это книга? Эне девтер ямаран, ну цасын, ну девтер, тетрадь. Бише гиджана, эн девтер бише, эн дектер бише, эне девтер. Вот видите, нет, это не книга, это тетрадь. Это ваша тетрадь пусть будет. Ну опять, ё-моё, только что, опять окончание проглотили. Ну, теперь чуть-чуть, знаете, в каком плане неправильно, интонации не там, да? Ну, теперь вопросительную интонацию надо сделать. И теперь вообще окончание неправильно. Это ваша тетрадь. Ие. Энтана девтрие. То есть теперь повторяем. И вопросительная частица и общий вопрос, на который можно ответить да или нет. Понятно, да? А частица в это специальный вопрос, где есть вопросительное слово. Эне кене девтир в, кене есть слово в. Это ваша тетрадь. Энтана девтрие, а не энтана девтир в. Разницу уловили? Да? Или нет? Вот вопрос такой. Можно ли сказать ямарамбе бакшеве, да? Во-первых, ну никак нельзя, потому что мб, я же вам в прошлый раз говорю, только в конце предложения. Если слово заканчивается на ямарамбе, например, как там? Тере, например, девтер ямарамбе. Или тере дектер ямарамбе, если в конце. Да? Что за это учебник? Тогда мб. А если в середине слова, то никак не меняется окончание. Так, еще какую-нибудь фразу давайте переведем. Угу. Это чья шуба? Эне, кене, девил, в. А это чьи вещи? Эне, кене, хувцм, б, да? Здесь в частица, а здесь мб. Эне, кене, хувцм, б. Это чья машина? Энкена машин. Машин Б, да? Энкена машин. Вот такой вопрос давайте переведем. Ваш дом каменный? Танагер чолуньи? Ваш дом деревянный? Модные? Мы ответ не получили. Ваш дом каменный? Танагер чолуньи? Да. Мана гери чолун. Уга бише. Мана гери чолун бише. Мана гери модн. Больджана. Так. Какие еще там были вопросы? Меня интересует второй урок. То есть мы с вами рассмотрели на прошлом занятии первый урок, второй урок. Да? Подведем итоги. Образование общего вопроса. Так? Комментирую я, итоги подвожу. Образование общего вопроса. Вопрос образуется с помощью частицы «и» в конце предложения. Да? В последнем слове мы добавляем частицу «и». Сразу итоги. Это как? Это ваша бумага. Эне танацасын, мы сейчас говорим так, на сегодняшний день. Так? Без добавления окончания. Многие не знают, что какую нужно частицу добавить. Мы говорим «энтанацасын», «энтанадектер», нужно добавлять частицу «энтанадектрие», «энтанацасын», «цасны», да? Так, специальный вопрос. Это чья книга? «Эне кенедектер». Опять-таки, сегодня вы скажете мне «эне кенедектер». Ну, или интонацию добавить. «Эн кенедектер» вы скажете, да? А правильно грамматически как оформить? «Эн кенедектер в», да? «Эн кенедектер в». Это чей мальчик? «Эн кене кövü мб». Хотя
Может быть, кто-то не знает, скажет, это чей мальчик? Энкена көвін, и все. Правильно будет энкена көвін бе. Так, это вопросы были. Еще одна большая тема, это во втором уроке у нас встречается окончание ин, окончание а, и окончание н. Да? На вопрос кене, то есть родительный падеж. Кене. Кене мальчика көвіне. Кене собаки ноха н. Неправильно я задал вопрос. Юна нохан. Юна учебника дектри н. Вот я здесь вам одно слово напишу. На прошлом уроке я вот на этой же доске писал это слово. Никто вопрос не задал почему-то. Вот, да? Как? Се. Рин, да? А почему никто не спросил, почему се заканчивается окончание ин? Написано в третьем уроке. Да? Я сегодня обнаружил в третьем уроке. Я еще в прошлый раз думал, сейчас кто-нибудь может спросить, никто не спросит. Почему получилось так? Вот, страница 45, ну у меня, я не знаю. Третий урок, да? Второе правило. Третье откройте, пожалуйста. Второе правило. Видите? Все односложные слова третьего типа склонения, это научным языком написано. То есть все слова, которые имеют один слог и заканчиваются на гласную, какую? У или ü. Да? Ну и еще к этому правилу вот еще добавлено. Сёрин. Получилось так. Так, мы сейчас подробно рассмотрим некоторые слова. Например, погоду пускай будет. Давайте прилагательные рассмотрим чисто. Может быть, вам будет, не сможете где-нибудь поискать, там лень, может быть, и так далее. Давайте прилагать погоду характеризующий. А? Нарта. Дулан. Вот, да? Как читаем? Сейчас мы все чилгир говорим, да? Чилгир, да? Мягко. Ну, в поселку это отношение имеет, все знают там чилгир. А когда слово ясный переводится, ясный. Чилгир эдер, ясный день. Еще какой день? Бюркик. Бюркик. Пасмурный. Бюркасын кисін. Юмба бюркасын? Крышка на кастрюль. Погода как? Как будет погода? Тенгрин бедл. Напишем, да? Тенгрин бедл кисін погода. И все, что ли, всего где-то 5 слов прозвучало? А? Китн, цаста, места, хурта, салькта, будта, будн кесін туман, будн, салькын кесін ветер, салькта, хуры кесін дождь, хурта, дождливый. Так, пасьямаран. Бората еще бывает день. Боран кисін ненастье. Плохой день, ненастный. Так. Светлый. Сарул. Сарул эдер. Ну, вообще-то сарул эдер так не говорят. Говорят сарул сё. Сарын сарул, да? Так. Басы? А? Нет, ясный чилгыр. Сарул светлый. Место? Ну, это когда лед на улице, скорее всего, вместе стоит. Гололед. Гололедец. А? Бүтү эдерге жана. Бүтү кисін душный. Это характеристика погоды. Ну, вот основные слова мы с вами записали. Еще посмотрите. Еще есть такой жаркий день. Халун эдер это жаркий. А если знойный день, не так сказать. Ганг халун. Ганг. Эндер ямаран эдер зоксчана? Эндер ямаран эдер биля? Вернее уже. А? Дулан? Серун еще бывает. Серун эдер кисін
Прохладный день, да? Серюн. Серюн. Бальчик-то, ну, скорее всего, цаста места был, скорее всего. Так, теперь еще кое-что из прилагательных. Характеристики человека. Сможете вы охарактеризовать человека? Тем более, что там я видел на втором уроке, в конце есть задание там. Что сделайте, опишите своих близких или что-то здесь есть. Да? Еще рано, это после третьего урока. Ну ладно, характеризовать человека. Какой человек? Ухан гисни умба ягджорчулугна. Ухан. Ухан это ум, да? Ухата умный. Зангта. Занг. Занг. Вот здесь я напишу слово. Занг. Занг гисни характер. Музангта говорят. Плохой характер. Джölин зангта кто-то сказал. Мягкий характер. Сян зангта. Сян зангта. Почему мы вот эту тему сейчас мы с вами рассматриваем? Потому что у нас в третьем уроке рассматривается вот такое окончание. Та. Зангта, вот так отдельное слово зангта. Зангта это характерный гисник. Зангта. Оникта. Оник гисн внимание. Оникта внимательный, да? Оникта. Ну-ка. Добрый. А? Сеткильта или же цаган сана та или же цаган сеткильта. Так, еще давайте слова, пример. А? Ики сургульта с высшим образованием? Ну, образованный. Сургульта или же ик сургульта, номта ученый. Нормально, да, правильно. Так. Азде еще говорят. Говорят, конечно, азде. Азде какой? Скандальный. Урта злой. Вон слова пошли. Кишве. Противный. Кишко или. А? Докшин. Между прочим, вот это слово докшин. Свирепый докшин. А вот видите, вы читали, наверное, в эпос Джангар у нас, на калмыцком есть и на русском, да, одинаковые книжечки. Там идет докшин харсанал же, богатырь, а в русском варианте идет строгий санал. Просто это немножко разные слова. Поэтому докшин свирепый. Так, еще? Кизинг. Кизинг, если с противным характером, если. Ну, что все отрицательные характеристики? Что, положительных нет, что ли, я вообще? Больше всего их слышать? Аливан, балованный, да? А? Джиргильта. Джиргиль счастье, счастливый. Кишикта счастливый переводится, да? Аливан балованный. Ямаран? Керикта? Нужный? Ну, это навряд ли характер человека. Так. Слово самый вежливый. Как переведем вежливый? Гольшик. Гольшиг. А? Культурный? Ну, наверное, вежливый, культурный, наверное, подразумевает, в принципе. Гольшиг гисн. Вежливый, да? Так. Еще, пожалуйста. Цаган сеткильта? Добрый, да? Сян сеткильта добрый. Бурумха? Бурумтха? Перевод? Болтливый. Бурумха. Бурумха или бурумтха? Бурумха. Я вот здесь посмотрю. Гавшун. Есть такое слово. Гавшун. Гавшун ловкий. Гавшун. Биликте. Давайте положительно я вам буду говорить. Биликте. Талантливый. Билик талант, да? Биликте. Так. Цецин. Ну, естественно, цецин. Мудрый.
Есть такое слово. И касаната еще есть такое выражение. Это высокомерно, да, это мы знаем. Кишкта счастливый. А? Килимчта, неправильно произносишь. Килимчта, старательный. Есть такое слово нюлюга. Безобидный, да? Нюлюга. Санамыр. Санамыр кисін? Нет, не себе на уме. Санамыр это беспечный. Томсырта. Томсыр авторитетный. Томсырта. Есть такое, на прошлом занятии мы писали слово бюдün. Бюдün күзүтә. Упрямый, кисін. То же самое упрямый, да? Есть такой характер. Кыр. Кыр. А? Хвастливый. Кыр. 3 буквы. Так, в общем, мы коснулись темы, оказывается, с которой можно и до конца занятий работать, да? Вот. В 3-м уроке у нас встречается такое задание. Охарактеризуйте своих близких. Вот там вы можете всю фантазию свою применить или в словаре посмотреть хорошо. В общем, вот эти слова, но они практически все нужны, эти слова. Посмотрите внимательно. В одном из пособий в учебнике у нас есть одно такое пособие, называется называется «Кельнерлген стилистика». И там вот эти слова прилагательные. Вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 страниц. Только слова, характеризующие человека. Их очень много. В общем, понятно, да? Поэтому, если какие-то нужны, вы можете в словаре посмотреть. И нужно иметь в виду, что синонимов очень много у этих одних и тех же, у одного и того же определения. Да? Есть еще синоним и так далее. Слов очень много характеризующих, с помощью которых можно охарактеризовать человека. Так, у нас еще есть время. Мы начнем с вами правила рассматривать 3-го урока. Вот. Будем считать, что материал 1-го, 2-го урока мы с вами как-то прошли. Я очень надеюсь, что вы упражнения все выполнили дома вместе со всеми своими домочадцами или же, может быть, с друзьями там и так далее. Посмотрите внимательно. Вот этот материал, он вам очень нужен, потому что 1-й, 2-й урок материал, потом еще сверху у вас будет 3-й, 4-й и так далее. Без начальных уроков в 3-м, 4-м вы уже слов не будете знать, если вы не посмотрите их. Ну, я думаю, что вы прекрасно это знаете, да? Так, правило 3-го урока. Сразу нужно вам обозначить. Совместный падеж здесь у нас попадается. Я вам в начале занятия говорил окончание «та» или «те», где используется, да? Вот здесь 3-е правило у нас отвечает на вопросы совместно падеж. Кента юта. Кента юта имеет окончание «та» или «те» и передает, что очень важно, и передает в основном значение обладания чем-либо или наличие признака. Признак мы с вами сегодня вот попытались все вместе рассмотреть. Салькын, салькта, ödür, да? Хуры, хурта, нарын, нарта. Это вот совместный падеж. Нарта. Или же, например, ур, урта, залу, да? Билик, билик, та, талантливый, да? Ухан, уха, та. Это все признак, да? А теперь мы смотрим первую половину этого правила. Передает в основном значение обладания чем-либо. Мы вот это окончание на сегодняшний день в калмыцком языке, у нас здесь в республике, мы путаем это окончание с другим окончанием ла-ля. Например, спокойно можно услышать такую фразу: «Кövüte футбол начанав». Да? «Кövüte». Я вам эту фразу сейчас напишу. «Кövüte
Ну, не обязательно футбол, пускай будет на, ча, нав, да? Вот. Нас интересует вот это окончание, совместный падеж. В правилах что написано? Означает, что? Обладание, в основном значение обладание чем-либо. Вот эта фраза, я вам сразу скажу, неправильная. Правильно будет играю с мальчиком көвүн ля футбол начано. Вот так. А вот это неправильно. Вот это выражение. Слово көвүта. Здесь когда мы можем использовать вот это слово көвүта? В каких случаях? У него есть сын, да? Эне залу хойыр көвүта. Вот в этом случае та-та. Если действие происходит, тогда окончание ла-ля. Это где? На сегодняшний день вот это у нас перепуталось в калмыцком языке. Мы можем спокойно сказать көвүта футбол начинал. Это будет неправильно. Надо говорить көвүнля дугарчанал. Көвүнля футбол начинал. Это пример просто көвүн. А вот это көвүта. Хойыр көвүта. Гурвун көвүта. Или же шины маши та. Да? Мана хам хоша залу хойыр шин маши та. У него есть, да? Мини көвүн шины телефон та. У него есть телефон. То есть вот именно если вы хотите такую фразу произнести, нам нужно с вами использовать окончание та или та. Да? Вот. Шины дектирта. Эне сургульче шины дектирта. Как вы переведете? У этого ученика новый учебник, да, или новая книга. Вот, например, эне көвүн зузан козылдурта. Козылдур гисин очки. Зузан козылдурта толстые очки. Ну, я пример просто привел, да? Вот. Или же, например, терекюкин шины девильта. У нее новая шуба, да? Вот в таких случаях у него есть обладание чем-либо. Вот в таких случаях окончание тата. А если совместность действия, көвүнля дугарчанав, там ла-ля. Не көвүта дугарчанав, а көвүнля. Начанав, дугарчанав, йоджанав и так далее. Нольджанав и так далее. Там окончание ла-ля. Но это в дальнейшем, когда мы будем рассматривать окончание ла-ля, это соединительный падеж. Может быть, там мы еще раз эту разницу посмотрим. Так, еще одно правило вот в этом третьем уроке. Это правило притяжательные местоимения. Но мы их уже как-то рассмотрели на первом занятии, поэтому ничего сложного здесь нет, да? Так, вот это второе правило, касаемое окончания ин родительного падежа. Если слово заканчивается на ю, то односложное, то мы окончание другое используем. Да? Дю, не дюне, а дюрин. Хотя очень часто можно услышать на сегодняшний день дюне. Неправильно. Дюрин. Так? Или же еще залу, рин. Хотя можно услышать залуна. Залурин. Правильно грамматически будет оформляться. Но давайте... Нам нужно произнести правильно вот эти слова, да? 46 слов, плюс еще есть небольшой комментарий. Правильно вы произносите или нет? Вам надо же послушать. Мини. Мини, да? Мой, моя, мое, мои, мини. Дü. Дü гисин? Младший брат. Дü. Младший брат, а может быть младший сестра. Дü кюкін. Дюкövün, это младший гисин. Зусын здесь есть слово. Зусын. Зусын как переводится? Клей. Знали вы это слово раньше? Нет? Нусын. Нусын все знали, да? Нусын сопли, зусын клей. В принципе, одно и то же. Примерно, да? И тем клеить можно, и этим. Зусын. Дальше. Хэче. Хэче гисин.
Ножницы Ольджаны. Хэтче. Видите, внимание обратите на гласную в конце. Не хэтч, а хэтче. Мана. Наш. Сургуль. Сейчас подождите, как я произношу? Сургуль. Сургуль. Есть редуцированный глас в конце, да? Чолун. Здесь уже после «н» нет гласных. Не чолунне, а чолун. Чолун гере. Гере. Неправильно, да, я сказал? Я неправильно сказал? Гер. Ну и, значит, гере тоже можно говорить, раз я сказал гер. Эке. Здесь никак эк не скажете, так же? Только эке. Эцке. Эцке. Бичкин. Чини. Чини. Бокце. Вот здесь, да, может быть не бокц, а бокце. Тадн. Тадна. Следующее слово келин. Келин. Л мягко. Келин. Ну, я думаю, что это слово мы все прекрасно можем произносить. Та. Тагисин. Вы. Тагисин. Талсын мете. Чигисин. Чичсын мете. Я в прошлый раз вам произносил пословицу. Тана. Ваш. Энюне. Энюне. А начальная форма у этого слова какая? Эне. Энюне отвечает на вопрос кене. Смотрите, правильно нужно. А то слово эне, кене, эне, как бы вы ни сказали. Энюне. Так? Кимзе. Кимзе, оказывается, линейка, бяч. Кимзе. Биллюр. Биллюр 2Л. Канцелярская резинка, стерка, короче говоря. Терюне. Тюне или терюне это одно и то же. Его, ее. Орс. Я опять неправильно я произнес, да? Орс. Орс. Хотя мы говорим орсы. Орс, оказывается. Толле. Тедн. Тедне. Маштык. Маштык гисн низкий. Эдн. Эдне. Өндір. Икі. Вот, никак не ик. Икі. Ахы. А то можете ах прочитать, да? Ахы, правильно. По-калмыцки. Нургын. Нургын. Цокцы. Цокцы тело. Еще мы можем услышать такое. Цокцы Махмуд. Слышите такое? Цокцы Махмуд. Это тоже тело. Так, улус. Ну, здесь я правильно произнес. Улус. Тод. Здесь сразу ниже слова идет тодобичик. Тодобичик гисн. Ясная письменность, да? Тодобичик. Тодорха бичик еще говорят. Тодорха это ясный. Так, бичик, да? Намтыр. Намтыр гисн биография. Залу. Мужчина, да? Кюкіткүн. Чиря. Лицо. Еще как будет лицо синоним? Нюр. Нюр лицо. Чиря лицо. Нюр. Нюр гаранугахы. Умываться гисны. Нюр гарануга. Какое слово пропустил? Зег. Зег гисн складки века. У вас есть зег? У кого-то есть, у кого-то нет, да? У женской половины практически у всех есть. Они, если нет, то накрашивают. Черточка. Нюдн. Глаза, да? Захэ. Воротник. Захэ. Что я хотел? Пословица есть. Күн ахта, девиль захта. Ахта, захта. Захта понятно с воротником. Ахта с братом. Пословица как звучит? Күн ахта, девиль захта. Перевод. Человек с братом, шуба. А смысл этой пословицы? Ну и что человек с братом из шубы? Смысл какой? Не разлей вода? Немножко не так, да? Ценность, мы так ее расшифровываем. Ценность шубы
определяется по воротнику, девиль захта, а характер человека по его братьям, по его родственникам. Вот так, скорее всего, расшифровывается эта пословица. Күн ахта, ямаран ахта. Девиль захта, ямаран захта. Вот тик же медулик джене. Тег. Тег степь. Анг. Зверь гиснинг. Анг. Еще в сочетании часто можем мы услышать это слово в садике, там, в школе. Зерлиганг. Зерлиганг гисн. Зерлик гисн дикий. Зерлик. Почему? Я думаю, что вы уже слышали это слово. Зерлик. Так. И здесь есть комментарии кое-какие. То есть уже устойчивое выражение переводится только так. Иксургуль университет, то есть высшее образование, да? Иксургульта. Так, Васьямарнугана. Тодобичик. Тодобичик — это заяпандитское письмо, ясное письмо. Тоже мы все знаем. Экобичик. Экобичик — оригинал. Көвүмбичик — копия. Нюттабильцик — перстень. Нюттабильцик, то есть с камнем, да? С камнем. Уткельта — сплетник. Ну вот он. Еще сплетник есть, еще одно слово. Ховче или ховызюхе — сплетничать. Ховы — сплетни. Ховы. Ховызюхе — это сплетничать. А хövе — это счастье, счастливый. Так. Чуть-чуть не так, уже совсем другой смысл получается, да? Еще есть такое слово кюште. Как его переведете? Кюште залу. А? Как крутой. Интересно, как крутой переводит. Говорим кюште, пишем кючте. Говорим кюште, пишем. Это очень важно, между прочим. Если вы напишете через ше, получится совсем плохое слово. Совершенно смысл другой. Кюше, кюше — это мертвое тело. Кюше. Отсюда есть, по-моему, термин кюшиль, крыса. А кючте. Если вы напишете кюште, ну, конечно, смысл будет совсем другой. Кючте переводится мощный. Кюче — это мощь, сила. Ну, помимо есть синонимы чидильта, да? А? Так, слова мы с вами прочитали, да? Как произносится, знаем. Давайте вот этот диалог переведем вместе. 13-е упражнение. Нашли вы? Ну, такой легкий совсем. Просто посмотрим, правильно вы переводите или нет. Как тебя зовут? Чининеринкембе. Чининеринкембе. Как вас зовут? Тананеринкембе, да? Меня зовут Бадма. Мининерин Бадм. Это твой дом? В неправильно. Энчинигерие. Это же общий вопрос. Там нет вопросительного слова. Поэтому и. Энчинигери — это ваш дом? Энтанагери — это твой дом, Энчинигери? Нет. Это дом моего старшего брата Нимгира. Бише. Эне гере мини ахин нимгрин. Эне гере мини. Как вы хотите сказать? А что у меня старшего написано? Хрен, я не пойму, вы что-то другое говорите. А что, у нас разные учебники, что ли? Младшего или старшего? Младшего? Ну тогда дыковина нимгрин. А почему так интересно?
Эне гере мини дюковина нимгрин. Какой большой красивый дом, так? А? Какой большой красивый дом? Яхсын ике сахын гере в. Яхсын ике сахын гере в. Яхсын ике сахын гере в. Яхсын ике сахын гере. Немгир строитель? Немгир тосхачие? Немгир учитель? Немгир бакши? Так. Да, Немгир известный строитель. Известный? А? Нерта известный, да? Немгир нерта тосхаче. Это твоя сестра? Энчинекчие. Энчинекчи? Да, ее зовут Саглара. Энюненерин Саглар, да? Какое красивое имя? Яхсын сахын неримбе. Ну, это комплимент уже идет. А? Восклицание там тоже. Второй урок посмотрите. Восклицание в восклицательных предложениях тоже так же, как и в вопросительных, добавляется частицам «б» или же «в». Вот вам, ну, я думаю, что переводим мы правильно. Вам теперь нужно просто-напросто круглые сутки говорить. Вот эти хотя бы упражнения или с кем-нибудь дома, не с кем-нибудь, а дома обязательно. Так, ну, давайте так мы закончим сегодняшнее занятие. Вопросы ко мне есть? Вопросов нет, да? Домашнее задание понятно? Понятно. Все, до завтра. Завтра встречаемся и начинаем с домашнего задания.